Памир называют крышей мира, и это не пустые слова. Далеко неспроста именно здесь, в этой малолюдной высокогорной стране, перекрещивались геополитические интересы мировых держав. Памир является своеобразным центром геологической эволюции всего Евразийского континента. Отсюда радиальным топографическим узлом расходятся не только могучие хребты Тянь-Шаня, Каракарума, Гиндукуша и Гималаев, но и многочисленные древние караванные пути. Нередки в этих краях землетрясения не лишнее тому напоминание о живой пульсации Земли, о происходящих внутри ее непонятных и еще далеко не изученных процессов. В результате трагического землетрясения в ущелье Бартан в 1911 году гора упала на кишлак Сарез, перекрыла русло реки Мургаб и появилось озеро Сарез.
Русский исследователь Иванов был одним из первых, кто набросал живую и цельную картину Памира, освещенную с самых разнообразных сторон. В экспедиции 1883 года, пройдя труднейший путь по перевалам, ледникам, Иванов попал в кишлак Сарез, который через 30 лет исчез под водой. Некоторые ученые считают, что слово «Памир» происходит от таджикского «Пой-Мехер», что означает «подножие солнца». До конца 70-х годов XIX века инициатива в деле географических исследований Памира принадлежала англичанам. Первым англичанином, исследовавшим Памир, стал лейтенант Королевского военно-морского флота Джон Вуд. В 1838 году он открыл озеро Зоркуль, Виктория, которое является истоком Пянджа. В эти годы, совершая свою миссию в Кашгар, по Памиру прошли Дуглас Форсайт с полковником Гордоном, создав по пути сравнительно подробную карту. Именно Дуглас Форсайт в 1869 году, прибыв в Москву, был инициатором предложения определения северной границы Афганистана по Пянджу. Несмотря на соперничество двух империй в регионе, представители военно-топографических служб России и Британии стремились объединить усилия в исследовании малоизвестных уголков Азии. Решающее значение в стабилизации русско-британских отношений в центральноазиатском вопросе имел договор Горчакова-Гранвилля от 1873 года о разграничении сфер влияния между российскими и британскими владениями. По этому договору река Пянж становилась разграничительной линией между великими империями. До установления между Англией и Россией союзнических отношений против Германии русский генштаб и царское правительство, бесконечно муссируя в своей большой игре идею индийского похода, намеренно подогревало страсти и общественное мнение. Эффективно блефуя в этом вопросе, русские плели против Британии политические интриги, оказывая тем самым на кабинет правительства Ее Величества весьма серьезное влияние. Основные усилия русских сводились тогда к пресечению настойчивого стремления англичан создать здесь нарушение вышеназванного соглашения санитарного кордона между Россией и Британской Индией, разделением Памира между Афганистаном и Китаем. Для наблюдения за действиями России в Средней Азии колониальное правительство Индии организовало хорошо налаженную систему непрерывного сбора информации путем разведки и географических исследований, как силами офицеров, работавших тайно, как разведчики, так и с использованием местных топографов и шпионов, пундитов и странствующих дервишей. Они вербовались из числа местного населения и получали специальную подготовку в английской военной топографо-геодезической службе Королевского географического общества в Индии. Они имели большие преимущества по сравнению с европейцами. Зная местные языки и обычаи, они более свободно ориентировались в ситуации. Для разграничения рубежей между империями летом 1895 года были созданы пограничные комиссии.
Со стороны Англии комиссию возглавлял генерал-майор Герард, с российской стороны комиссию возглавлял полномочный комиссар, военный губернатор Ферганской области Туркестанского края генерал-лейтенант Павел Швейковский. Со завершением разграничения на Памире создавались условия для выступления англичан, русских и французов единым фронтом против Германии. Поэтому все необходимые работы, связанные с картографированием и демаркацией границы от озера Виктория до китайской границы, при наблюдении двух афганских офицеров были завершены в рекордные сроки к 12 сентября 1895 года. В эти дни именно на Памире на крыше мира в мировой истории свершилось великое событие, о котором в учебниках истории сказано: в конце XIX века закончился раздел мира между крупными капиталистическими державами. В долине Бартан-Грушанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана разработана система по оповещанию и подготовке местного населения к стихийным бедствиям, в том числе прорыву Сарецкого озера. По тревоге люди по определенным тропам эвакуируются на островки безопасности, где смогли бы жить в течение недели. В течение 17 минут жители Нусура должны добраться до этого домика, где складируются предметы первой необходимости. Если выключить вот эту лампочку, будет лучше. Оба движка работают, но проектор не запускается. Вот везде 220 показывает. Наверное, амперов не хватает. Надо найти DVD-плеер. Я у кого-то видел, точно. У кого мы обедали? У Саудат Шо. Кто пойдет за ним? Примерно 20 лет назад мы снимали здесь фильм о Наврузе во имя Ахура Мазда. Это фильм не о Нусуре, это о Наврузе в разных местах Таджикистана. В Бухаре и Самарканде, в Иране и Афганистане и других регионах мира. Внутри этого фильма есть большой эпизод, который рассказывает о праздновании Навруз в Нусуре. Вот мы приехали почти через 20 лет в Нусур. Хотим посмотреть, какие произошли изменения за это время.
چو رسولی آفتابم و طریقی ترجمانی بانی آن از او بی Во имя Ахура Мазды, شما جوابی گویم با قدم چو آفتابم با خرابه ها بیتابم مشعلی خورشید از نور جهان زیور است شمد باشی گرم در مهرش که تشبیه ها سر است مشعلی خورشید که از نور جهان زیور است شمد باشی گرم در مهرش که تشتی ها سر است روزی ناآبادیش تاجیک زبان آباد کرد در زبانش دولتی به دولتی بنیاد کرد دولت از حرف وزنی دولت از شعر رنگی از چنان شعری که هر یک بیشترش جویه از خون فرزندان اوست تاره نور از آتش‌های زردشتانی اوست
خوب اولش ما خوب дает он хастами. Помните, в Нусуре вы были на церемонии Остон-Салон, и бабушка Гульнор была там? Да, конечно, это было так давно. Да. 20 лет прошло. Я и мои друзья из Ванджа, нас 4 таких. Вы не курите? Нет, я никогда не курил. По телевизору мандаты, ну. Бабушка Гульнор умерла 7 лет назад, а рядом ее внук Кимат. Он сейчас гастробайтер в России. ترسکن اون دخترها میبرن سارقت بر وقت ساعت 6 میرن اون از کوم ترسکن میفرن خیلی ترسکن هم تمام شد. Терескана не найдете. Собирайте его с корнями. Если так будет продолжаться 5-6 лет, не будет электричества, ни кустов, ни деревьев не останется. Идет опустошение, разрушается экосистема местности. 5-6 سال گرم خیلی ممکنه برق اگر نباشد این تماما این اکیلاگ ویران میشه پستتا میشه مجا خالی میشه کو پشت ما خالی میشه. В 1987 году я окончил медицинский институт, 2 месяца проходил интерн-курсы в Хароге и пришел на работу в свой кишлак.
Я единственный, кто вернулся после института. Многие после учебы остались в городах Душанбе и Кургантюбе. В 1988 году, еще в советское время, началось строительство больницы на 50 коек в Верхнем Бартанге. Потом сократили эти койки, сейчас они сокращены до 15. Я один и главврач, и детский врач, и акушер-гинеколог, и хирург. Но условий никаких нет. 3 раза попали под снежную лавину. Попали под камнепад. 2 раза на нас свалились ледяные глыбы в местечке Обчак. Это когда отвозили больного в больницу в Рушан. Обчак. Добора моджа ях зад мора. Ама скор қади. Касала барушон буди. У меня 3 детей, сын и 2 дочерей. Литр солярки здесь продают за 4 сомона. Освещение надо покупать. Скоро сентябрь, начинается школа. Дети должны учиться, должны писать. Нужно тепло, мы вынуждены как-то подготовиться к зиме. Надо перезимовать. Еще и солнца нет зимой. Прячется за горой. Со второй половины ноября до 14 февраля в Нусуре нет солнца. Река проходит близко. Зимою, когда вот такая ясная погода, поднимается густой туман над кишлаком и становится очень холодно. Отсюда и название Нусур. Нест хур, нет солнца. Из каждого дома кто-то работает в России. А у вас еще был другой брат, Фарух. Да, его убили в России. Скинхеды в городе Кирове в 2003 году. Там и Холик был. Из нашего кишлака человек 8-9 там работали. Вот такая случилась беда.
Как-то к нам пришел дядя Мамадер. Увидев, что мы дали ему рубаб, ты начал плакать. Ты не хотел, чтобы твой рубаб взял кто-то другой. Потом я вышел с тобой из комнаты. Когда ты перестал плакать, мы вернулись. Дядя Мамадер завершил песню и, вернув тебе рубаб, сказал: «Вот, старик, возьми свой рубаб». Раньше назывался бартанский танец. Кроме тети Овтобмо, сейчас никто не может исполнять этот танец. То, что другие делают, это только телодвижение. Бартанский танец — это как покойный дед Евтали танцевал. С ложками? Нет. С ложками это танец для свадеб. Бартанский танец исполняли под эту мелодию. А под какую мелодию укладывали меня? Под мелодию «Дилум-дилум». А если тебе надоело, ты толкал рубаб, и я начал играть музыку рахпо. Меня брали на колени? Да, брал на колени и медленно начинал играть. Я даже не мог шевелить рубаб. Ты сильно держал его за ушко. Рука болит. Какой был мотив? Вот этот. Например, «Дильмум папа дилуме». Вот так пел, а ты смотрел в мою сторону и держал рубаб. Через 10-15 минут ты засыпал, и я укладывал тебя в постель. Ты очень привык к этому. Если я переставал петь, ты сильно толкал рубаб. Чтобы ты обязательно пел? Да, без рубаба ты не хотел спать. Нима тоже был таким.
بسیار عجیب بود.